Спасибо большое, Стив, что вы согласились ответить на наши вопросы. В первую очередь я бы хотела, чтобы вы э, просто пояснили ваш призыв к правительству Таджикистана об освобождении, о безусловном освобождении четырех активистов или юристов и двух сыновей одного из известных адвокатов в Таджикистане. Мгм. Спасибо, Хирамон. Сегодня Human Rights Watch и Норвежский Хельсинский комитет призывают правительство Таджикистана, власти Таджикистана соблюдать свои международные обязательства и, в частности, соблюдать основные принципы роли юристов. Это документ Организации Объединенных Наций, который напоминает о том, что юристы и адвокаты не должны страдать ни в коем случае в связи с их работой, с выполнением их профессиональных обязанностей. Мы сегодня призываем власти Таджикистана освободить немедленно 6 человек, которые сейчас именно в этой картине страдают за свою профессиональную деятельность в качестве юристов. Это Шухрат Кудратов, который самый первый попал за решетку еще больше года назад. Он очень известный адвокат, юрист и правозащитник. Это Бузург Мейер Юров, это Дилбар Дудаджонова, это Нуридин Маскамов, это еще Далер и Фируз Табаров. Вот все эти люди, мы считаем, что они не должны страдать за то, что они именно за клиентов, которых они представляли в суде, это их профессиональная обязанность. Все-таки мы считаем, что количество случаев, где юристы попадают за решетку или встречаются со серьезными угрозами безопасности и других проблем, это очень значительное количество, это очень серьезная проблема сейчас в Таджикистане, которая на фоне других репрессий еще не получила достаточно резонанса или достаточно много информации, внимания. То есть мы очень хорошо сейчас все знают, что партия ПИФ в Таджикистане была закрыта и затем признана террористической организацией, и много людей, может даже больше 100 человек попадали в тюрьму. Мы знаем, что отдельные члены группы 24, которые в основном находятся за пределами Таджикистана, тоже имели очень серьезные проблемы, попадали в тюрьму или были задержаны или экстрадированы в Таджикистан здесь с политически мотивированными статьями и обвинениями. Но на данный момент наши организации считают, что немного незаметно оставалась проблема юристов и адвокатов Таджикистана. Мы считаем, что без свободы этой профессии гражданское общество Таджикистана будет очень серьезно страдать, и вот эту ситуацию надо исправить немедленно. Стив, вот в вашем заявлении черным по белому четко указывается главная причина преследования юристов. Вы считаете, что эти люди страдают по политическим мотивам. Почему вы так уверены в этом? Знаете, Хирамон, обстоятельства арестов, во-первых, во многих из этих дел просто подсказывают о том, что есть политическая мотивация. Например, в деле Шухрата Кудратова, который был арестован еще в июне 2014 года, мы знаем хорошо, что за предыдущие месяцы, когда он представлял своего клиента Заида Саидова, это бывший министр, который заявил о своем интересе войти в политику и, может быть, даже баллотироваться в президенты во время выборов, он и все его коллеги, другие юристы, которые представляли Заида Саидова, все были подвергнуты очень серьезному давлению, многочисленные угрозы в их сторону. И в конце концов все встречались с серьезными проблемами. И в дни до ареста Шухрата Кудратова он проинформировал международные организации
еще и прессу о том, что есть серьезное давление на него, угрозы об аресте. То есть он знал, он предвидел эту ситуацию. Также в деле Бузургмейр, Юрова, Дилбар Тададжонова и Нуридин Махтамова, которые представляли ПИФ, просто нельзя не замечать, да, что в день ареста Бузургмейр Юрова он заявил о том, что его клиент, это Саид Умар Хусейнов, первый заместитель партии ПИФа, был подвергался пыткам. В этот же день, когда он начал свою работу по защите ПИФа, его арестовали. И надо сказать, что во всех этих делах, где обвиняются адвокаты в мошенничестве, мы видим также очень значительное отсутствие настоящих доказательств. Эти судебные процессы проходят с многочисленными нарушениями процессуальных прав этих людей. Также отсутствуют серьезные доказательства в поддержку этих обвинений. Так что мы видим, что все эти дела, которые мы сегодня освещаем в своем пресс-релизе, проходят с нарушениями и не соответствуют международным стандартам. Поэтому мы пришли к такому выводу, что они являются политическими мотивированными делами, и нужно немедленно освобождать этих людей. У вас звучит призыв в вашем заявлении, в частности, к правительству США, Евросоюзу, международным партнерам Таджикистана, надавить на Таджикистан, чтобы ситуация в этой стране изменилась. Тем не менее, представители оппозиции в Таджикистане уверены, что даже в условиях, когда ситуация вот такая вот, казалось бы, беспросветная, те же правительства США, Евросоюза, они будут продолжать сотрудничество с правительством Таджикистана. Правительство это знает и поэтому уже даже игнорирует эти призывы. Что вы на это ответите? Ну, вы знаете, конечно, есть такое ощущение, что на сегодняшний момент Вашингтон, Брюссель, другие столицы, которые имеют тесные связи с Таджикистаном, еще недостаточно оценивают серьезность данного кризиса, который уже давно, больше года идет в Таджикистане. Мы чувствуем, что, конечно, международные партнеры Таджикистана начинают уже нервничать по поводу предстоящего референдума, который будет скоро, 22 мая, что во многих разных аспектах Таджикистан переступает границу и уже начинает, скажем так, приближаться в категорию или к категории более авторитарных государств Средней Азии, как Узбекистан и Туркменистан. Но с другой стороны, да, они слишком пассивны, но на этой неделе в Женеве, в Организации Объединенных Наций, будет слушание Совета по правам человека. Совет по правам человека будет рассматривать отчет поведения, скажем так, Таджикистана в связи со своими обязательствами в международном праве, с правами человека. И мы ожидаем на самом деле, что будет очень серьезное обсуждение ситуации вокруг оппозиции, вокруг юристов, журналистов, также и ситуация с давлением на неправительственные организации. Да. Тем не менее, в гражданском обществе в Таджикистане есть уже такое мнение, где-то подкрепленное реальными угрозами, что в дальнейшем репрессии могут распространиться уже и на представителей независимых средств массовой информации, которые уже на уровне международных правозащитных организаций об этом говорят. В частности, одно из последних заявлений от репортеров без границ звучало так, что под предлогом борьбы с терроризмом, с экстремизмом власти в Таджикистане сейчас давлеют и на свободу слова. Вот вы согласны с этим? Да, Хирамон, вот эта тема, конечно, стоит наряду с проблемой давления на адвокатов. И, конечно, вчера был Международный день свободы слова, свободы прессы. И нельзя не запомнить или не напоминать, скажем так,
что в Таджикистане в заключении сегодня находится один журналист, Аминджон Бумуродзуда, который в прошлом году попал тоже за решетку по сфабрикованным обвинениям. Мы считаем, что его тоже немедленно надо освобождать. Это очень серьезная ситуация, и мы, конечно, тоже озабочены разными очень серьезными, скажем так, жалобами от наших коллег-журналистов в Таджикистане, которые нам сообщают о том, что на них давление усиливается, что представители спецслужб очень часто их посещают, имеют беседы, пытаются оказать давление на них. Мы видели, что в прошлом году государственное новостное агентство «Ховар» тоже заняло специальное место, и новые правила были изданы по поведению журналистов. Это, конечно, вызывает очень серьезную озабоченность, и поэтому мы также еще раз напоминаем о том, что на этой неделе в Женеве должно быть очень серьезное обсуждение, и наряду, помимо того, что будет в Женеве, очень важно и даже обязательно, да, чтобы в Вашингтоне, в Брюсселе, в Германии, во всех столицах, где страны, которые ведут отношения с Таджикистаном, находятся, чтобы они не только за закрытыми дверями поднимали эти все проблемы с таджикскими властями, но и публично. Они должны призывать к соблюдению прав человека, они должны все время говорить об этом кризисе, потому что на самом деле то, что происходит в Таджикистане сегодня, является кризисом. И может это действительно, как вы говорите, только ухудшаться. И я хочу сказать, что это не в интересах и властей Таджикистана, потому что есть информация, например, о том, что когда блокируются независимые сайты, когда цензура усиливается, когда YouTube или ваше агентство блокирует в Таджикистане, именно в те моменты мы видим, что посещение экстремистских сайтов, связанных с ИГИЛом и с другими подпольными группами, поднимается. То есть, когда молодежь, когда люди в Таджикистане чувствуют, что их блокируют или закрывают, им-то хочется искать другую информацию. И очень важно не только для прав человека и для политической ситуации, но и для стабильности и для безопасности, чтобы власти Таджикистана обеспечивали свободу слова, свободу выражения. Без этого нельзя иметь демократию и нельзя иметь стабильную ситуацию в стране. И в сложившихся условиях, ситуации, как вы считаете, как себя должны вести другие члены гражданского общества в Таджикистане? Ну, конечно, я им не завидую. Это мои коллеги, это люди, которые каждый день борются за права человека, и им, конечно, нужно быть всегда аккуратно в своей работе, учитывая сегодняшние реалии. Я просто хочу сказать, что я уважаю их всех, и журналистов, и правозащитников, и те организации, которые занимаются разными аспектами гуманитарной помощи. Они на самом деле, вот их работа отделяет, и, как, скажем так, вот из-за них Таджикистан всегда отличался сильным гражданским обществом. Таджикистан всегда была другой страной, не Узбекистан, не Туркменистан, именно потому, что есть гражданское общество очень сильное. И не дай бог, чтобы мы это потеряли, потому что Таджикистан уникальная, то есть потенциал огромный, и поэтому нужно, чтобы власти дорожали этих людей, защищали этих людей, помогали этим людям. Да? И на самом деле, чтобы гражданское общество в следующем году стало сильнее. И, конечно, этого не может произойти, пока люди попадают за решетку, и судебные процессы проходят в закрытом режиме. Очень нужно, чтобы гражданское общество понимало, что у них тоже есть право посещать эти судебные процессы, говорить свободно о том, что происходит, выражать свое мнение. И если не будет доказательств весомого, настоящего доказательства против
этих юристов или членов оппозиции, они также должны быть освобождены, они также должны вернуться в ряды гражданского общества. И в Таджикистане, я думаю, ситуация только будет лучше в стране. Спасибо большое. С нами был Стив Свердлов, исследователь проблем Центральной Азии в международной организации Human Rights Watch.